Добрый день. Мы работаем в научно-исследовательском институте сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова и являемся сотрудниками лаборатории гельминтологии. Наша лаборатория изучает паразиты у животных, диких, домашних животных и у рыб, птиц, у всех животных. В том числе и те паразиты, гельминты, которые опасны для человека. Мы каждый год работаем по тематическому плану, который для нас составляет заказ, делают, для научных исследований. И вот по этой теме мы работаем. У нас это количество гельминтов, которые мы находим у любого животного, у дикого животного, у домашнего животного. Начнем наверняка с лошадей, которые у нас являются брендом нашей республики. И они у нас, как и мясо, мы употребляем их. Все знаем, как у них вкусное мясо, все, что у лошадей, мы все кушаем, и это является деликатесом. Мы можем сказать, что все, даже наверное, не грех признаться, что лошади заражены паразитами, гельминтами 100%. Начиная уже жеребенок как родится, он уже сразу же заражается гельминтами. И, возможно, даже в утробе матери он рождается с гельминтами. Поэтому для того, чтобы эти гельминты не были опасны для человека, например, мы же не можем употребить полный нематод кишечник, они находятся в кишечнике, там и личинки, там и половозрелые гельминты. Поэтому мы всегда должны, чтобы лошади, жеребята, которые мы забиваем осенью, должны быть свободны от гельминтов. Для этого мы должны сделать дегельминтизацию. Мы можем показать гельминты от всяких животных, начиная вот то, что я сказала, от лошадей до рыб. Вот на столе у нас находятся паразиты, гельминты, ленточные гельминты, которые паразитируют у рыб, у щуки, карася и других видов рыбы паразитируют такие ленточные гельминты. Посмотрели, видите? Потом, они, конечно, для человека безопасны, но в принципе, когда человек употребляет рыбу с такими гельминтами, это уже мы можем считать, что это может быть токсическое, от этих гельминтов содержатся их токсины, например, у рыбы. Рыбы могут быть худыми, невкусными, самое главное вот это. И от них могут заразиться собаки, плотоядные все, дикие плотоядные, домашние собаки, от любого гельминта, который от личинок этого гельминта могут заразиться собаки. Такой опасный гельминт, дифилобатриоз,
вот заражаются собаки, а у рыбы только находятся только ботри, головки этого гельминта, да? А когда они попадают в кишечник собаки или человека, у них вырастают такие длинные кишечники, ленточные черви. И вот эхинококком половозрелым заражены собаки, волки, лисы, и вот песы, да. Есть еще вот вид эхинококкус гранулезус, и есть еще вид альвеококкус гранулезус. У них два вида, альвеококки и эхинококки. Вот эти маленькие ленточные черви, они содержат очень много яиц содержат, да, и они в нашем условии, да, зимой, когда у нас даже минус 50 градусов, они не замерзают. Эти яйца этих гельминтов не погибают. Они могут заразить человека, лошадей, крупный рогатый скот и оленей. Так что они очень опасны, а человек, олень, лошадь, крупный рогатый скот, они являются промежуточным хозяевом, и у них в паренхематозных органах, это, например, значит, в легких, печени образуются пузыри, эхинококковые пузыри. Они очень долго развиваются и не лечится уже, когда опухоль образуется в печени, да, уже человек лечит это очень трудно, только операбельным путем, или уже нет лечения. Смотря, они очень долго развиваются, десятилетиями, да, в организме, и это очень опасно. Как мы видим, они такие мелкие, но коварные гельминты. Но заражены мы находим, когда исследуем, да, почти у 60-70% волков находим обязательно в эхинококке в кишечнике, да. А вот альвеококкус находим у песцов 100%, почти, вот 98-90%. Один или два песца могут быть незараженными. Ну, это еще, как-то непонятно, когда мы исследуем кишечники, может, они к тому времени, когда мы должны исследовать, могут быть испорченными, да, когда нам этот материал привозят. Или же они могут, когда холодно, когда наступает зима, когда волк или песец не могут добыть пищи, вот эти ленточные черви сбрасывают все членники, и остается только головка. И мы не можем увидеть эту головку, найти не можем найти, да? И этот процесс называется дистрибуляция, потому что они должны выжить, эти гельминты, поэтому они освобождаются от членников. Они ждут, перезимуют, когда наступает тепло, когда волки или вот песы уже находят пищу и уже начинают расти тоже. Начинаются членники, растут, становятся половозрелыми, выходят вместе с калом, да, и распространяются. Вот если у нас много добывают соболей, да, охотники, это самый ценный пушной зверь, и у них тоже есть гельминты. Есть ленточные гельминты, которые опасны тоже для человека, да. Вот в промежуточной стадии может цистицерки, маленькие пузыри образоваться, могут развиться у человека, например, в головном мозгу или где-то так, в каком-то органе, да, это очень опасно. Вот везде, вот даже мы можем посчитать, сколько мы нашли там у соболя, да, этих гельминтов, вот. Поэтому, как мы видим и вот рассказали, да, что почти у всех животных есть гельминты, да, поэтому необходимо безопасить себя, когда охотник добывает любого пушного зверя, он должен, когда снимает шкуру, он должен санитарно-гигиенические условия, не должен этот зверь перетащить и положить на стол нельзя.
Надо где-то отдельно уголочек должен быть, который рабочий, да. Должен обязательно мыть руки, дезинфицировать хлоркой, спиртом, ватным. Ну, у нас есть такие ватные тампоны делаем, да, спирт. 70 г. Вот надо обязательно после того, как тщательно мыли руки, протерли, еще обработать спиртом, хлоркой, вот дезсредствами. Сейчас опасно очень, когда люди держат дома собаку. Мы же знаем, что они очень опасные. У них то, что я показала, эхинококозы, у них паразитирует, да, любой вот ленточный гельмин у них может быть у собак, да, который опасен для человека. Вот последние годы мы находим у собак такой гельмин, называется лигулез. Он обычно вот когда к нам обращаются, да, находим мы у носовой полости. Это опасно, и человек может заразиться. Поэтому, ну, раньше мы считали, что лигулеза у нас нету. Нет этого гельминта. Мы уже находим и у оленей, и у собак. Поэтому надо осторожно, надо обращаться к специалистам, которые занимаются гельминтами, изучают и проводят профилактические и лечебные мероприятия. Да? Лошадей надо обязательно проводить дегельминтизацию. Это когда мы знаем, какой препарат подойдет, сколько дозы, в какое время, и мы можем где-то сделать разрыв цепи, да, распространения этого гельминта. И тогда у нас уже будет другая картина, у нас уже ребята будут покрупнее, мясо больше, вкусные, да, поэтому надо знать все это про гельминтов. И надеюсь, что вы, если нас услышите, то можете обращаться к нам за советом или за помощью. Мы уже половозрелого личинка, вот через микроскоп находим яйца. И поэтому обычные люди, когда находят вот такие личинки в рыбе, и там вот вооруженным глазом не видно яиц, поэтому надо тщательно вот варить или лучше, как сказать, выбрасывать, не потреблять. Такие личинки бывают вот в нашей обычной щуке, которые выловили в этой реке Лена возле Намца вчера. И вот поэтому, как сказать, будьте внимательны. В целях профилактики от заражения паразитарных заболеваний от домашних животных, кошек, собак, лошадей, жеребят, рекомендуем соблюдать личную санитарную гигиену. Это самое главное. Это, допустим, если уличная охотничья собака, то его держать надо специально, отдельно, чтобы он по дому не бегал. И, конечно, хозяевам рекомендуется, любители животных, охотники и любители животных, кошек, собак, у них симптомы обычно бывают такие вот, прям, ну, можно заметить, это, допустим, потеря аппетита или местами где-то может почесаться, это как-то чувствует человек, когда что-то не то у него внутри организма происходит, отдельная жизнь. Вот. Им рекомендуется мыть руки хотя бы тщательно после каждого контакта с животными, своих кошек, собак. Очень опасны вот охотничьи собаки и их хозяева. И они вот хозяева, которые с ними работают, которые с ними контактируют, им надо тщательно соблюдать вот эти обычные правила гигиены. И когда вот после контакта, сразу после контакта надо
банально снимать одежду, в которой они ходили вместе, обувь отдельно хранить, вот верхнюю одежду. И главное, вот собак держать территорию, чтобы они сами по себе, по своей территории ходили. Тогда можно уменьшить распространение заболеваний. У животных тоже видно сразу по внешнему виду, когда они паразитами заражены. У них сразу шерсть, допустим, шерсть у них самый видный. Слизистые могут быть как-то гнойные или слизь выходить из носа, слизистых глаз. Это тоже как бы хозяин замечает, когда животное уже что-то неладное. Допустим, у кошек, собак, допустим, может быть такие расчесы или шерсть выпадать, аллопеции как бы в местах. Но и они вот вроде бы едят, но в весе не могут не набрать, допустим, остаются такими же. И по поведению они могут быть вялыми, и также сразу видно то, что с ними не все в порядке. В целях профилактики принимать антигистаминные препараты, антигельминтами. Мы вас познакомили с некоторыми гельминтами и с нашей работой, которую мы делаем в научном институте. Поэтому хотели бы, если вы поняли, о чем идет речь и об опасностях этих гельминтов-паразитов, можете к нам обратиться, мы всегда поможем, посоветуем. И, конечно, если какие проблемы, то можем даже лечить.